Альхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, сайидина Мухаммадин аля алейхи вассалям. К сожалению, начиная со второй половины 80-х годов, когда начинается этноконфессиональное возрождение, мы столкнулись с проблемой, когда мы были отрезаны от своих корней религиозных, и в наше, скажем, пространство проникла чужеродная религиозная культура, и, к сожалению, нам было преподнесено такое примитивное понимание ислама, совсем бессистемный подход. Предлагались варианты, когда любой верующий берет любой аят, любой хадис, делает из него совершенно произвольные, не только выводы, не только противоречащие разуму, шариату, но и в целом правильному пониманию ислама и вообще традиционному пониманию ислама. Это, естественно, связано с невежеством, с непониманием того, как исламская наука зарождалась, каким образом она становилась. На самом деле процесс многовековой, очень сложный, его необходимо изучать и популяризировать. Только в этом случае, на мой взгляд, придет какое-то осознание, что ислам – это не что-то такое примитивное, не набор каких-то примитивных идей. Отсюда взял, из этого аята, из этого хадиса взял, построил себе какую-то картину, и согласно ей я живу. И в этой картине зачастую можно обнаружить совершенно неожиданные выводы. И наиболее тяжелым из этих выводов является такфир, обвинение в неверии мусульман со всеми вытекающими из этого последствиями, которые мы видим на Ближнем Востоке, на Кавказе, но и у нас в республике тоже трагические события были. И, естественно, становление нашей богословской ханафитской школы начинается с систематизации, в первую очередь, богословского знания, а именно с систематизации богословских источников Корана и Сунны. Этот процесс собирания Корана начинается еще при пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Многие из нас об этом знают, что у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были писари, которые вели запись Корана, начиная с мекканского периода. На тот момент фиксация сунны еще была запрещена, разрешение было дано в мединский период. То есть основу этого заложил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. После ухода пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в связи с гибелью большого количества Коран-хафизов, встает вопрос о сохранении Корана в чистом виде коранического текста, несмотря на то, что некоторые из сподвижников имели свои тексты, однако эти тексты не содержали текст Корана в чистом виде. В частности, текст Абдулла ибн Масуда содержал также пояснение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к аятам. Соответственно, это было что-то вроде тафсира. Поэтому по инициативе Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху, Абу Бакр, радиаллаху анху, принимает решение о необходимости собрать полный текст Корана в письменном виде. И здесь мы впервые
встречаемся, но нельзя сказать, что с непониманием этого вопроса. Действительно, это было новое, и Абу Бакр, радиаллаху анху, действительно высказался, что это бида, пророк сам этого не делал, как мы это можем делать. Умар бин аль-Хаттаб, радиаллаху анху, проявил настойчивость. В итоге первый текст Корана был подготовлен, впервые был собран. Второе собирание произошло во время Усмана бин Аффана, радиаллаху анху. И здесь мы в исторических источниках, богословских источниках видим разногласия между богословами. Некоторые говорят, что, все единогласны в том, что Коран был ниспослан на 7 ахруф, то есть на 7 наречиях, на которых разговаривали арабские племена во время пророка саллаллаху. Однако дальше среди богословов есть разногласия по поводу того, каким образом произошло это собирание. Часть богословов высказалась в пользу того, что все наречия, так сказать, были отменены, и поскольку курайшитское наречие на тот момент получило распространение, поскольку оно было наречием, на котором разговаривал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, было отдано предпочтение курайшитскому наречию, все остальные варианты прочтения были уничтожены. Но один из наших ханафитских богословов, Нуруддин Айтар, подвергает эту версию критике, поскольку в Коране ясно сказано: воистину мы не спосылаем откровение, и мы его сохраняем. Поэтому он высказывает точку зрения, что на самом деле все остальные 7 вариантов прочтения, они не были уничтожены, они все были собраны в одной графике. Как известно, на тот момент графика Корана не содержала ни точек, ни харакятов. Для нас, для современных мусульман, сложный текст для прочтения. И Нуруддин Айтар высказывается в пользу того, что все 7 вариантов прочтения, все 7 диалектов были собраны в одной графике. Но этим процессы, работа, связанная с Кораном, не закончилась. Для, скажем, неарабов нужны были точки под буквами, над буквами, нужны были харакяты, нужны были правила чтения Корана и так далее и тому подобное. То есть очень сложный процесс становления этой науки. Не менее сложным был процесс сохранения сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Дело в том, что систематическое собирание сунны, оно не велось вплоть до конца 1 века по хиджре. Некоторые богословы это связано с тем, что в мекканский период, как было сказано, пророк сам запретил запись хадисов, поэтому некоторые из сахабов не знали, что в мединский период было дано разрешение. Поэтому было опасение записывать хадисы. Однако среди знатоков сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, наиболее грамотных сахабов, была информация о допустимости записывать хадисы, поэтому первые свитки были, например, Сахифа ас-Садика, записанный Абдуллой ибн Амр ибн Асам. Потом был свиток Али ибн Аби Талиба, где были собраны хадисы, связанные с судейством. Дальше были сохранены некоторые письма пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также есть свидетельство, что Абдурахман ибн Абдуллах ибн Мас'уд, то есть сын Абдулла ибн Мас'уда, хранил у себя сборник хадисов своего отца. То есть первые сборники были, однако систематическая работа не велась. Далее таби'ины также продолжили бессистемный сбор хадисов, в частности Саид ибн Джубайр, Абу Рафи, Саид ибн Мусейб и так далее и тому подобное. Одной из первых административных попыток начать систематизированный сбор хадисов был сделан Абдуль-Азизом ибн Марваном и египетским наместником аммиядского халифа. Его годы правления 685-704, то есть мы
понимаем, что это примерно середина первого века. Однако эти сборники также не сохранились. И вот первой систематизированной уже попыткой составить сборники хадисов была попытка, осуществленная во время правления Умара ибн Абдуль-Азиза. Он, как халиф, понимая важность, халиф образованный, понимая важность этого дела, дает поручение своему мединскому наместнику Абу Бакру ибн Мухаммаду ибн Амру ибн Хазму составить сборник хадисов. Сборник хадисов был составлен, однако он не дошел до наших времен. Также примерно в тот же период был составлен сборник Мухаммада ибн Шихаба аз-Зухри, который хранился в библиотеке Амиядов, однако он тоже не сохранился. Поэтому наиболее ранним сохранившимся сборником хадисов мы можем считать Муснад, подготовленный учениками имама Абу Ханифы, также Муатта имамом Маликом, и далее уже так, в III веке по хиджре этот процесс набирает все большие обороты, и появляются авторитетные сборники имамов Бухари, Муслима и так далее и тому подобное, и Муснад, имам Тармизи и остальных. То есть мы видим, что процесс был сложный, и как-то примитивно к нему относиться ни в коем случае нельзя. То есть есть тенденция, что берется хадис, он на достоверность не всегда проверяется предыстория хадиса, и из него делаются какие-то выводы. Это, как мы с вами сказали в самом начале, очень плачевно, поскольку подобное понимание не только представляет ислам, скажем, в темных тонах, не только является антирекламой ислама, но еще и плодит новое поколение безграмотных мусульман. Поэтому необходимо нам вот этот весь процесс популяризировать, проводить лекции, издавать и глубже изучать свое наследие. Ихтибар ас-Рахмат.